Всем привет! Тема сегодняшнего урока – это Болжалды Келер-Шаг, будущее предположительное время глагола. И сегодня мы рассмотрим, как образуется отрицательная форма данного времени. Отрицательная форма образуется при помощи отрицательных суффиксов маме, бабе, папе. Данные суффиксы присоединяются к основе глагола. И далее после них присоединяется суффикс «с». После этого следует личное окончание первого типа. Рассмотрим это на примерах. Первый пример «я, возможно, не приду». Мен кельмеспан. Основа глагола у нас кель. Далее идет отрицательный суффикс ме. После этого присоединяется суффикс «с», чтобы образовать отрицательную форму болжалды келер-шаг. И после этого присоединяется глагол личное окончание первого типа. В данном случае это окончание «пен». И предложение звучит «мен кельмеспан». «Я, возможно, не приду». Следующий пример. Ты, возможно, не скажешь. Сен айтпассен. В данном случае мы используем глагол айту. Основа глагола звучит как айт. После этого присоединяется отрицательный суффикс па. Далее идет суффикс «с». И после этого присоединяется личное окончание первого типа. В данном случае окончание второго лица. Сын. И предложение звучит сен айтпассен. Следующий пример. Мастер, возможно, завтра не придет. Щебер ертен кельмес. В данном случае мы используем глагол келю. Основа глагола звучит как кель. Далее присоединяется отрицательный суффикс ме. И после этого присоединяется суффикс «с». Суффикс будущего предположительного времени глагола. Так как мы здесь используем третье лицо, то личных окончаний здесь нет. Глагол звучит кельмес. И целиком предложение звучит щебер ертен кельмес. Следующий пример. Сыз жмуска бармасыз. Вы, возможно, на работу не пойдете. В данном случае мы используем глагол бару. Основа глагола звучит как бар. Далее, чтобы образовать отрицательную форму, мы сначала прибавляем отрицательный суффикс ма. Далее присоединяем суффикс будущего предположительного времени глагола. Это суффикс «с». И после этого прибавляем личные окончания первого типа. В данном случае окончание «сыс». И глагол звучит бармасыз. И последний пример. Вы сегодня, возможно, тест не напишете. Сіздер бүгін тест жазбасыздар. В данном случае мы используем глагол жазу. Основа глагола у нас звучит как жаз. Далее мы прибавляем отрицательный суффикс ба. После этого идет суффикс «с». И после данного суффикса прибавляется личное окончание. В данном случае окончание «сыздар». И глагол целиком звучит как «жазбасыздар». А на этом данный урок подошел к концу. Большое спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующем уроке.